Сегодня четверг, и, как всегда, в прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом». И я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте! Сегодня, 18 мая, отмечается важный культурный праздник – Международный день музеев. Поэтому сегодня гость нашей студии – директор Сибайского историко-краеведческого музея, кандидат исторических наук Альбина Зуфаровна Ермулина. Здравствуйте, Альбина Зуфаровна. Здравствуйте, Лиана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, в первую очередь, поздравляем вас с профессиональным праздником. Ну, а вам, Спасибо. дорогие телезрители, хотим сказать, что мы работаем в режиме онлайн, и в ближайшие полчаса вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. По телефону 5 14 95. Также у нас работают Viber и WhatsApp. Вы можете писать свои сообщения на телефон 8 927 303 43 43. Альбина Зуфаровна, отмечаем Международный день музеев. Как правило, во многих городах большинство музеев проводят специальные мероприятия для горожан, открывают, часто делают бесплатно посещение, где рассказывают о каких-то экспонатах, показывают свои выставочные залы и так далее. Что у нас в городе планируется в рамках этого праздника? Так, у нас тоже проводится достаточно яркое, зрелищное событие в нашем музее в 5-й раз. Этот год, 2017 год, он посвящен году экологии, а также 2017 год, он посвящен событиям столетию революций, февральской и октябрьской, и предстоящим мероприятиям 2020 года, фольклориаде 2020. И в рамках этого в нашем музее также организовано мероприятие по 3 площадкам, получается. Первая площадка – это фольк-джем, то есть к 2020 году все музеи республики начали подготовку к значимому событию, крупному событию в жизни России мирового масштаба – это Всемирной фольклориаде 2020. Со своей стороны мы пригласили на праздник «Ночь музеев» руководителей фольклорных ансамблей. Это башкирский народный ансамбль «Янгузей», вокальный ансамбль русской песни «Уралочка Мироколица» и народных хор-ветеранов Центр народной культуры и досуга. Также будет конкурс частушек «Стенка на стенку». То есть любой желающий, пришедший посетитель могут рассказать частушки, спеть частушки как на башкирском, на русском, так и татарском языках. То есть площадка перед музеем будет открыта для посетителей. Вторая площадка, она посвящена революционным событиям 1917 года и называется 1917 год и Башкортостан. То есть мы предлагаем жителям нашего города и гостям города посетить наш музей, сделать фотосессию с символами советской эпохи. У нас есть прекрасный зал довоенной истории. Сделали сотрудники нашего музея, подготовили тематическую выставку, сделанную в СССР. И будет возможность прослушать всем посетителям и гостям акции «Ретро-концерт. Мой адрес. Советский Союз». В конце уже, так скажем, в середине акции мы предлагаем нашим горожанам просмотреть документальные фильмы по истории башкирского национального движения, о жизни Ахмедзаки Валидова и Шагита Худайбердина. Третья площадка, как я уже говорила, она посвящена году экологии в России, в Республике Башкортостан, и называется «Экология музея». Здесь мы проведем экскурсию для горожан по страницам Красной книги. Также у нас 2 дня будет работать выставка кошек, конкурс «Выставка кошек». Она организована филинологическим центром «Барс» города Магнитогорск. И съедутся любители этого удивительного животного с соседних регионов. Сибайцы могут поучаствовать в этой выставке кошек, или там уже количество участников уже ограничено? Так, организаторы сказали нам, что будут участвовать около 60 тех, кто содержит котов и кошек.
И я думаю, те, кто желал, уже подали заявки. Может быть, есть и жители нашего города. Увидим на выставке. Это в выставочном зале у вас будет происходить? Это у нас будет проходить в выставочном зале 2 дня, с 20 мая и 21 мая. Получается, воскресный день также. Ну, мы сейчас перечислили много мероприятий, но не сказали самое главное, когда это конкретно будет происходить, во сколько можно подойти и на каких условиях, то есть платно, бесплатно, какие условия входа в музей. Ну, это мероприятие у нас будет проходить с 18 часов вечера и до полуночи. Когда? 20 мая, в в субботу. субботу, он по всей стране объявлен общим днем проведения международной акции. И наш музей тоже присоединился именно к этой дате. То есть, если сегодня мы отмечаем День музеев, Международный день музеев, то 20 мая мы встречаем всех посетителей, особенно тех, кто придет к нам с советской атрибутикой, с элементами советской атрибутикой, хоть значки, рубли советские, копейки. Все они имеют возможность пройти в музей бесплатно, одевшись в советскую, так скажем, по советской моде даже. А всем остальным с 50% скидкой. Есть и бесплатная категория горожан, которые посещают наши музеи бесплатно. Это дети до 6 лет, пенсионеры, инвалиды. Есть этот список у нас на сайте музея и в группе. У сайта есть, у музея есть свой сайт, где всю необходимую информацию можно посмотреть. Да. Афиша мероприятия тоже имеется на сайте. Но вы сказали, что у нас Ночь музеев будет проводиться в 5-й раз, да, в нашем городе. По вашему опыту, оправдывают ли себя подобные акции? То есть приходит ли народ, откликаются ли люди? Но если говорить об этой акции, то данная акция она проводится по всему миру 20-й раз. То есть она как бы юбилейная дата. С 1997 года берет начало международная акция, когда крупнейшие музеи мира предлагали всем посетителям посмотреть свои сокровища, коллекции музейные. И наша республика, она подключилась к этой акции 7-й год подряд, а мы, как я уже говорила, 5-й раз подряд. Двери откроют 111 музеев республики. То есть эти акции, конечно же, нужны, они оправдывают себя. Музеи в современном формате, в современном мире тоже меняют, так скажем, отношение к посетителям и открыты к диалогу. То есть в этот день достаточно много людей в выходной день приходят отдохнуть вместе с семьей, с детьми и получают наслаждение. Потому как обычно в эти акции мы стараемся сделать и построить программу так, чтобы это было действительно интересно широкой публике, широкой аудитории, да, всем категориям. Предлагаем и экскурсии, и концертную программу, и театрализованные представления. Приглашаем творческих, знаменитых людей, которые тоже с удовольствием соглашаются участвовать в подобных мероприятиях. Проводим викторины, мастер-классы. В общем, устраивайте и делайте настоящий праздник для горожан. Делаем настоящий, незабываемый, запоминающийся праздник. И, пользуясь случаем, Алиана, я хотела бы пригласить всех горожан и гостей города 20 мая с 6 часов вечера до полуночи прийти и отдохнуть, узнать историю. Культурно обогатиться. Да, культурно обогатиться и получить массу полезной, нужной информации. Альбина Зуфаровна, вообще, на ваш взгляд, предназначение музеев каково и какую роль они играют в современном мире? Так, исторически сложившиеся социальные функции музея – это, конечно же, функция документирования, хранения информации, научно-исследовательская, образовательная, воспитательная функции. И если говорить о современных музеях и современном музееведении, то, естественно, есть тенденция, ощутимая тенденция к тому, что музеи меняют свой формат. Да, это не только хранилище музейных предметов, это и актуализация вещественных источников, получается, музейных экспонатов. Это их трансформация и продвижение. То есть все то культурное, материальное наследие, которое оставлено человечеством, мы должны показать в связи времен. То есть основная задача музеев не только, так скажем, состоит в сохранении культурных ценностей, которые оставлены человечеством, но и
в развитии интереса общества к истории, культуре своего народа. И наряду с другими музеями республики мы выполняем именно эти функции. А многочисленные акции, конкурсы, мероприятия, проводимые музеем, они действительно направлены на то, чтобы аудитория музеев расширялась, чтобы доступ к музеям был открытым, неограниченным. Сегодня современные музеи, они действуют и, так скажем, планируют свою деятельность на стыке междисциплинарных наук. То есть музейные сотрудники используют и менеджмент, и социологию, в первую очередь педагогику, психологию, да, информатику, компьютерные технологии для того, чтобы действительно музеи оставались интересными для своих посетителей. Ну вот бытует такое мнение, да, что с господством интернета вроде как музей уже не так актуальны, да, там про те же экспонаты можно, если раньше единственным средством, как сказать, единственной возможностью познакомиться с экспонатом было пойти в музей, да, и лично посмотреть. Сейчас вроде как можно в интернете там в поисковике забить и посмотреть фотографию. А вот вы согласны с таким мнением, что музей не так актуальны или нет? Я не согласна с этим мнением, естественно, потому как, будучи посетителем музея в начале, сейчас и руководя этим учреждением, мы видим совершенно обратную картину. Конечно, мы также сами используем интернет в своей работе для того, чтобы узнать массу полезной, новой информации для себя, методические какие-то стороны музейной деятельности рассмотреть, практические стороны. Но интернет никогда не заменит музей и их коллекции. И атмосферу, в конце концов. И атмосферу, в конце концов, потому как если с 60-х годов прошлого века начался музейный бум, начали открываться музеи, то примерно с той поры начали изучать и функции музея, и технологии музейные. То есть изучают потребности потребителя в музейном культурном продукте. Если есть потребность, значит будут существовать музеи. И когда мы говорим о том, что некоторые музеи не соответствуют современным меркам, да, по технологиям, по насыщенности, так скажем, мультимедийной и тому подобное, то это не говорит о том, что эти музеи, они обречены на закрытие. Да, закрытие, ликвидацию, так скажем. Это совершенно не так. Потому как действительно от того, как приходит человек в музей, какую он хочет информацию воспринять и как он окунается в это культурное пространство, он забирает с собой частичку этой истории. То есть погружается в эту атмосферу, как вы уже сказали в своем выступлении. И получается, что если мы будем осовременивать музей, да, разными начинками, то не факт, что потребитель, посетитель придет в этот музей однократно и больше никогда туда не возвратится. Ну, вы сказали, что в 60-х годах начался музейный бум. А с чего начиналась история нашего музея? В каком году он был создан? Так, ну, история нашего музея также берет истоки именно с конца 50-х, начала 60-х годов. Можем сказать, что музей ровесник города в какой-то степени, потому как через 2 года мы будем отмечать 60-летний юбилей. И вся эта деятельность по собирательству первых музейных экспонатов, коллекций, она принадлежит нашим краеведам, ветеранам Великой Отечественной войны, Федору Попкову, Музипову, Магдану Файзуловичу, супруге его, Осегу Франуне, Балак, Габитову Митхату Исмагиловичу, Кусябаеву, Силаеву и многим другим неравнодушным к музейному делу и к истории родного города людям. То есть музейная работа на самом начале, в 60-70-е годы, она велась на общественных началах. Люди не имели, может быть, даже и музейный, так скажем, образование, да, образование, да, в сфере музея, но были глубокими патриотами своей страны, своего города и накопили достаточно интересную, уникальную коллекцию музейных предметов. То есть, если в 60-70-е годы даже наш музей не имел отдельного здания, так скажем, а музеи, они образовывались именно в указанный период по инициативе снизу, то есть народ создавал музеи,
а не сверху, да, по указанию там, государства, то получается, что и не думали, наверное, о месте, да, где бы создавался музей. Он занимал совершенно разные комнаты, не приспособленные для этого. И в интернате располагался, и в здании Дома пионеров, учебно-консультационного центра, и возле школы номер 9, лицея номер 9 по улице Ленина. Только с середины 90-х годов он обрел помещение по проспекту Горняков, 45. Где и находится по сегодняшний Где и день. находится по сегодняшний день. Нужно сказать, что на сегодняшний день мы имеем достаточно большую коллекцию. Это около 10 тысяч экспонатов, музейных предметов основного и научно-вспомогательного фонда. Ну, раз уж про это зашла речь, наши корреспонденты побывали у вас в музее и подготовили для наших телезрителей сюжет. Но перед этим я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 5 14 95 или написать сообщение в Вайбере или WhatsApp на телефон 927 303 43 43. Тема нашего эфира сегодня – это Международный день музеев. Ну а сейчас вашему вниманию мы предлагаем сюжет из Сибайского историко-краеведческого музея. Сибайский историко-краеведческий музей является важным центром культурно-просветительской работы в городе и одним из ведущих музеев республики. В экспозициях наглядно представлено природное богатство края, а также история появления и развития в Зауральской степи молодого горняцкого города. Имеется 6 экспозиционных залов об истории края. Представлена богатейшая коллекция чучел птиц и животных региона, более 300 видов. Ежегодно его посещают более 20 тысяч наших горожан и гостей города. Мы стараемся через наши мероприятия привлекать наших молодое поколение, гостей города, приобщать к истории. Сибайский историко-краеведческий музей идет в ногу со временем. Возле некоторых экспонатов можно заметить квадратную картинку, так называемый QR-код. Таким образом, посетители могут получить дополнительную информацию об этом объекте. Достаточно навести камеру телефона на код и тут же получить доступ к его содержимому. Растительный и животный мир Зауралья представлен в 8 диорамах. Беркут с добычей, степное Зауралье, дно водоема, осенний лес, тетеревинный ток, медведь в пещере, ночная охота волков и водопад Гадельша. Одна из крупнейших диорам – это на склонах Ирандыка называется. Здесь вы можете видеть самые крупные животных наших лесов – лося, кабана и других животных. Вот на противоположной витрине – это тетеревинный ток, весна, склоны Ирандыка. Все эти диорамы выполнены художниками, специалистами как нашего музея, так и Национального музея Республики Башкортостан. Для школьников в залах растительного и животного мира работниками музея часто проводятся так называемые музейные уроки на такие темы, как по страницам Красной книги, птицы и животные нашего края и так далее. В зале археологии и этнографии можно ознакомиться с макетом пещеры Шульганташ, планом древнего городища Аркаим и витриной, в которой размещены каменный молот, фрагменты горшков, украшения эпохи бронзы, кинжалы. Все вы знаете, что наш край богат археологическими памятниками. Недалеко от Сибаев, в 75 километрах, находится самое главное археологическое открытие 20 века – это поселение Аркаим. В нашем музее на витринах вы можете увидеть зубы мамонта, фрагменты ноги мамонта. Также в этом зале представлено традиционное жилище башкир – это юрта, которая оснащена всеми теми необходимыми элементами, которые были характерны для нашего башкирского народа. Довоенный зал включает в себя период с конца 30-х до 60-х годов 20 века. Его представляет клуб «Строитель», предметы быта этого периода, фотографии первооткрывателей Сибайского карьера. В выставочном зале музея постоянно проводятся временные выставки по самым разным направлениям. Кроме того, в летний период сотрудники организуют выездные выставки в детских лагерях. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина. Специально для программы «Крупным планом».
Альбина Зуфаровна, ну только что мы посмотрели сюжет о том, что можно посмотреть в историко-краеведческом музее. Кто вот чаще всего является вашим посетителем? Ну, у нас самая различная аудитория. В первую очередь это, конечно же, обучающиеся школ, студенческая молодежь, гости города, туристы. Приходят пенсионеры со своими внуками. То есть в целом целевая аудитория музея — это те умные, любопытные люди, которые интересуются своей историей, хотят ее знать. У нас бывали случаи, когда приходят некоторые пожилые уже люди, говорят, что я ни разу не был в нашем музее, да, нужно прийти посмотреть. Вот очень часто бывает так, да, что приезжают люди, которые там впервые посещают наш город, и первым делом вот, едут знакомиться с нашими достопримечательностями. А некоторые живут там по 20, по 30 лет и ни разу не бывают. Я думаю, что как раз Ночь музеев — это, наверное, прекрасная возможность исправить эту ситуацию. Действительно так. Мы именно в этих целях, ну и для того, чтобы действительно люди приходили отдыхать и с коллективом, и со своими семьями, родными и близкими, организовали в феврале этого года культурную акцию «Кто куда, а мы в музей». И хорошо, что есть действительно такие коллективы, где очень силен дух корпоративности, так скажем, и они интересуются своей историей и идут к нам в культ-поход. Среди них есть и взрослые коллективы, состоявшиеся промышленных предприятий, детские сады, классы отдельные. Я думаю, это отличный вариант корпоративного отдыха, нетривиальный, да, то есть не просто там выезд на природу, да, куда-то, а вот именно культурное обогащение. Верно. Говорите, Лиана, и для того, чтобы увековечить этот поход в музей, мы предлагаем им со своей стороны свой подарок, дарим им фотографию на память в рамках этой культурной акции «Кто куда, мы в музей». Это тоже очень вызывает интерес. Наш музей, как мы уже говорили, является историко-краеведческим. А нет ли мыслей на его базе создать еще какие-то современные направления? Так, ну, наш музей по профилю, так скажем, он создавался изначально как историко-краеведческий. И в этом есть свои плюсы. Почему? Да, прежде всего, музеи появляются там, где люди хотят сохранить свою историю, связывают со своей деятельностью, жизнью на определенной территории, да, в нашем городе, в нашем случае, и хотят сохранить преемственность поколений. И с этой стороны историко-краеведческие музеи дают человеку окунуться в два пространства. Это в длину, в историю нашей страны, нашего Отечества, своего народа, и в ширину. Это в краеведении. То есть человек, побывавший в музее, видит своих родственников, возможно, близких людей, коллег, которые внесли определенный вклад в развитие и становление города, пользуются авторитетом и уважением среди товарищей. Ну и, конечно же, современное направление мы тоже обдумываем. Но это технологии информационные, которые мы будем использовать вместе с научной деятельностью музея и просветительской работой. Если не будем совмещать, то мы тоже можем потерять свою миссию музея как хранителя и трансформатора культурного наследия нашего народа и нашего края, города. Альбина Зуфаровна, вопрос от телезрителя. Хотели с детьми сходить в музей в воскресенье, но было закрыто. Почему в выходные не работаете? Ну, у нас график действительно такой, что мы работаем с понедельника по субботу, выходной день воскресенье. Были в коллективе вопросы о том, как сделать так, чтобы горожанам все-таки музеи были доступны. Потому что, как правило, выходные дни куда-то люди Да, идут. да, действительно. Однако и переход на вот этот режим, когда временно наш музей работал и до 7 вечера, кроме выходных, конечно, он не имел определенного результата. То есть мы изучаем спросы, и у нас есть на сайте Сибайского музея пункт «Обратная связь». Мы ждем предложений со стороны наших посетителей для того, чтобы улучшить и свою работу, и свой график, для того, чтобы приблизиться. Но на сегодняшний Изучаем день- разные аспекты. То есть на сегодняшний день пока также воскресенье — это выходной день, но если будет большое количество, так скажем, заявлений от горожан, то, возможно, график будет пересмотрен, так? Так, ну пока так, да, воскресенье у нас выходной день. Мы предлагаем различные форматы
такие же международные акции. Это не только ночь музеев, ночь истории, ночь искусств есть. То есть в любой момент могут прийти горожане до 12 часов ночи. Зульфия Абдуллина интересуется, пенсионерка, а график работы музея и цена билета? График работы музея у нас, он представлен на сайте, но я его озвучу. Мы работаем в понедельник и субботу с 8:30 до 3 часов дня без обеда. И в остальные дни, кроме воскресенья, с 8:30 до 18 часов вечера. А обед у нас с 12:30 до 2. Цена билета для взрослого это 100 рублей и для пенсионеров 50 рублей. А сейчас очень модно стало проводить фотосессии в музее. Да? Вот, есть ли такая услуга у нас в Сибае, на каких условиях она предоставляется? И вообще вот, в каких-то музеях можно потрогать экспонаты, да, примерить одежду, там, вот еще что-то. У нас вот что-то такое имеется или за... Ну, не за стеной, конечно, не за стеклом, но тем не менее. Так, у нас есть такие услуги. Вот мы сами в прошлом году провели проект «Этнос внутри нас». У нас есть замечательная коллекция краеведа, музейного работника Асмы Усмановой, которая имеется в нашем музее. И мы сами в этих национальных костюмах сфотографировались. Получилось очень интересно. Ну, то есть горожане тоже могут? Горожане тоже могут и имеют такую возможность. У нас это будет сделано вот в ночь музеев. Подготовлены все атрибуты для того, чтобы сфотографироваться с экспонатами, пробовать национальные блюда, изготовленные музейными сотрудниками. То есть это все доступно. Фотосессии, они платные, а в любом музее имеется своя фиксированная цена. На мобильный телефон у нас 50 рублей, на фотоаппараты и планшеты 100 рублей, а видеосъемка 150 рублей. То есть в целом возможность потрогать предметы есть. Вот в этом году мы уроки мужества проводили в актовом зале, и ученики имели возможность потрогать все трофеи Великой Отечественной войны, так скажем, и увидеть, из чего были сделаны материалы. Все, большое спасибо за такой подробный, развернутый ответ. У нас время эфира подошло к концу, и вот напоследок ваше пожелание горожанам, прощальное слово. Так, пользуясь случаем, конечно, хотела же поздравить наших коллег, музейных работников, сотрудников с профессиональным праздником, Международным днем музеев, пожелать им творческого успеха, крепкого здоровья, стабильности, ну и процветания коллективу. Также хотелось бы выразить слова благодарности учреждениям культуры, коллегам, которые поддерживают нас в различных мероприятиях, проводимых акциях, начальнику отдела культуры Киреевой Эльзе Гумеровне, администрации в лице Халита Хамзовича и других специалистов, которые оказывают всяческую поддержку в нашей непростой, но интересной музейной работе. Ну, еще раз Спасибо. вас с праздником. Существует такое выражение, да, что поход в музей – это приглашение к размышлению. Поэтому мы приглашаем всех прийти на ночь музеев 20 мая в 18:00, культурно обогатиться и узнать для себя что-то новое и интересное. На сегодня наш эфир подошел к концу. Спасибо за беседу. А с вами мы увидимся через неделю, в следующий четверг. Всего доброго и до свидания. До свидания.